Слышно меня? Плохо слышно тебя, админ, брат Ахмед. Слышите? Хорошо, тогда начнем урок, иншаллах. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи, саллаллаху саллям. Аллахума шрах ли садри ва яссир ли амри, вахлуль ухдатам мин лисани яфқаху қавли. Аллахума аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима 'алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана, иннака антал алимул хаким. После этого, иншаллах, мы продолжаем наш урок в Исламском университете Украины в онлайн-режиме. Книга у нас была «Недуги сердца» Муфсидатуль Кулуб. Мы проходили тему роскошество или роскошь. Мы сказали, мы остановимся на теме порицания роскоши в сунне посланника, саллаллаху саллям. Сунне пророка, саллаллаху саллям, то, что пришло, иншаллах, приведем вам. Запрет, то есть о порицании роскошества в сунне пророка, саллаллаху саллям. Порицание роскошества в сунне пророка, саллаллаху саллям. Богатство, оно не запрещается, но пристрастие к богатству, или говоря, роскошество, оно запрещается. Пристрастие роскошеству или богатству. Запрет предаваться роскоши упоминается в нескольких хадисах. Они предостерегают человека сердечной привязанности к миру этому, сердечному привязанности. Но иметь в руках дунью, имеется в виду мирское благо, оно не запрещается. В руках это имеется в виду что? Что человек не слишком связан с ними, что он не поклоняется этому миру, не поклоняется роскоши, богатству, не поклоняется также деньгам, динару, дирхаму и тому подобное. Ни моде не поклоняется. Они предостерегают человека от сердечной привязанности к миру этому, от того, чтобы погрязть в его тленных удовольствиях и наслаждениях. То есть у него, значит, не в сердце этот дунья, у него в руках, когда нужно для нуждающихся бедных людей, когда нужно, знает непосредственно этот бедный, он бедный действительно, нуждающийся, он действительно нуждается, понимает он приоритетах также вопроса. Баракаллаху фикум, и тут он начинает тратить. Абу Саид аль-Худри передает хадис посланника, саллаллаху саллям. Однажды пророк, саллаллаху саллям, он говорит, сел на мимбар. Мимбар – это кафедра. То есть кафедра, на чего поднимался пророк, саллаллаху саллям, на что он поднимался. 3 ступени было у пророка, саллаллаху саллям, на кафедре. То есть кафедра – это трибуна, откуда выступал пророк, саллаллаху саллям. Раньше у него был пенек из пальмы, а теперь ему сделали мимбар, то есть кафедру, из 3 ступеней. И рассказывает Абу Саид аль-Худри, однажды пророк, саллаллаху саллям, сел на мимбар, и мы сели вокруг него, и он сказал: поистине, среди того, чего я боюсь для вас после моей кончины, то, что откроется перед вами из мирских благ и украшений. Хадис передал Бухари и Муслим. То есть, перед общиной пророков, саллаллаху саллям, откроется, он сообщил, будут они богатые мусульмане. Община пророка, саллаллаху саллям, будут они богатые, однако сколько сегодня жадных людей, богатых, но однако они в роскоши находятся. Если они были бы богатые и щедрые, то они не находились бы в роскоши. Они чувствовали бедных людей, нуждающихся людей, притесненных людей чувствовали бы. И посланник, саллаллаху саллям, боялся, что люди будут поклоняться динару, дирхаму, богатству, миру этому. И поэтому он говорит: поистине среди того, чего я боюсь для вас после моей кончины, то, что откроется перед вами из мирских благ и украшений. Сколько сегодня старается украсить свои дома, соревнуется, в домах соревнуется, скажем, в ремонте этого дома, соревнуется, какой вид кирпича и какой вид крыши у них, соревнуются они.
И так соревнуются, как в домах, в ремонтах соревнуются этих домов. Также соревнуются машинами. Сосед купил такую, я еще лучше должен купить, говорят таким образом. Мы же слышали, как люди обсуждают между собой такие разговоры. Даже есть передачи, даже обсуждают между собой. Абу Саид аль-Худри также передает другой хадис, имам Муслим его приводит. Передает, что пророк, саллаллаху салям, сказал: «Поистине этот мир сладок и свеж, и поистине Аллах сделал вас наместниками в нем и смотрит, что вы сделаете. Остерегайтесь же мира этого, остерегайтесь женщин», сказал посланник, саллаллаху салям. И заметьте, и он сказал: «Поистине этот мир сладок». Да, он сладкий. Когда его кушаем, как сладкий вкус бывает обычно, впереди у тебя вкус. Языком ты чувствуешь. После того, как проглатываешь эту еду, без разницы тебе, какая она, какая сладкая. И свеж также этот мир. И поистине Аллах сделал вас наместниками. То есть нас, верующих людей, единобожников, последователей пророка Мухаммада, саллаллаху салям. И они являются последователями всех пророков. И все пророки были мусульманами. Наместником Аллах сделал. И смотрит Аллах, что мы сделаем на этой земле. Аллах нам доверил эту землю, этот мир. И что мы сделаем? Сегодня, если богатые мусульмане не были бы, как некоторые султаны, плавали в роскоши, одевались в роскоши, плавали, страсть у них была этих султанов, их последователей, страсть у них была к роскоши. Их погубила эта роскошь. И так сегодня султаны, короли им подобные, что они сегодня делают, амиры будь это. Итак, что вы делаете? Аллах Субхану ва Тааля смотрит, что мы сделаем с этим миром. Итак, дальше посланник Аллаха говорит: остерегайтесь же мира. Он нас предостерегает, чтобы мы не поклонялись этому миру, чтобы мы не обожествляли этот мир, эту роскошь, то есть пристрастием, чтобы не относились мы к богатству, к роскоши. Остерегайтесь же этого и остерегайтесь женщин, он сказал. Каких женщин остерегайтесь? То есть женщина та, которая заблуждает тебя с прямого пути. Женщина та, которая сбивает тебя с прямого пути. Женщина, которая тебя сбивает с требований знаний, требований ислама, познавания Аллаха, пророка, ислама, его законов. Осторожно этих женщин, которые тебя сбивают с прямого пути. И также этого дунья, как мы сказали, первичная дунья, а потом идут женщины. В хадисе сказано: остерегайтесь женщин. Та, которая тебе говорит: не надо ходить в мечеть. Баракаллаху фикум. И Абдуллах бин Бурайда передает, что один человек из числа сподвижников пророка, саллаллаху салям, приехал к Фадл бин Убайду. Фадл бин Убайда, кто он был? Абу Мухаммад Фадл бин Убайда бин Нафиз аль-Ансари. Сподвижник, один из участников клятвы довольства. Бай'ату Ридване он был участником. Бай'ату Ридван во время Сульх аль-Худайбия, когда они шли на газва, тогда и произошел Сульх аль-Худайбия, когда мусульмане были в одном ряду, под одним руководством, под одним амиром. Не было раскола, не было групп, сект не было на течении, не разделились они. Они были под одним руководством пророка, саллаллаху салям. Итак, сегодня, когда много групп, когда много сект, как нужно сделать? Нужно минимально сохраниться, баракаллаху фикум. Братство нужно сохранить. Дальше говорится, что Фадл бин Убайда, он был сподвижником, и он присягал клятву довольства, бай'ату Ридван. Там же присягнули, во время Газват аль-Худайбия присягнули сподвижники, и после этого случилось примирение худайбитское, история пророка, саллаллаху салям. И это было в 6 году хиджри, когда мусульмане были под одним руководством, и они держались до конца, или все мы выживем, или все мы умрем. Тогда пришлось мекканцам пойти на переговоры. Мекканцы не считали мусульман на самом-то деле, как говорится, да, общиной,
что у них есть сила, не считали они. Но теперь пришлось им сесть с ними за стол переговоров. Как некоторые так называемые великие державы, им приходится сесть на переговоры, когда стоят местные, как говорится, аборигены, местное население, стойко. Когда стоят, тогда приходится им, как говорится, да, тиранам или империям приходится сесть за стол переговоров. Итак, мекканцы, многобожники сели с пророком, саллаллаху салям, за стол переговоров. И там было до этого, была присяга Байату Ридван. У них не было больших оружий, ни мечов, ни копий, ни стрел у них не было. У них были маленькие кинжалы. Бывают как кухонные ножи для себя, для колбасы, для помидора, допустим, чтобы порезать. В походе обычно берут нож, но сейчас уже запрещают и эти ножи в некоторых странах. В эпоху Муавия командовал он, Абу Мухаммад Фадл бин Убайда, он командовал войсками во время Муавия, в эпоху Муавия. Также занимал должность судьи в Дамаске, участвовал в открытии Египта для ислама. Открывали они страны, но не завоевывали, как сегодня, ложным путем, ложными утверждениями, завоевывают, захватывают страны, земли, народы, и их потом делают рабами себе. И сегодняшней методологии демократов, коммунистов и им подобных. Однако мусульмане, исламе руководствуются исламом, они открывали страны. Скончался в Дамаске в 1953 году он. И так дальше мы рассказали его биографии. Что тут говорится? К Фадль бин Убайди приехал тот человек, Абдулла бин Бурейда передает, что один человек из числа сподвижников пророка, саллаллаху салям, приехал Фадль бин Убайду, когда тот был в Египте еще. Придя к нему, он сказал: «Я прибыл к тебе не как простой посетитель. Мы с тобой слышали хадис посланника, саллаллаху салям, о котором, как я надеюсь, у тебя имеется знание». Тот спросил: «А что за хадис?» Он ответил: «Такой-то». Перечислил этот хадис. Потом он спросил: «А что с тобой? Отчего я вижу тебя непричесанным, когда ты распоряжаешься этой землей?» Тот ответил: «Поистине посланник Аллаха, саллаллаху салям, запретил нам предаваться чрезмерной роскоши». То есть каждый день некоторые сидят перед зеркалом, или парикмахерски, может быть. Поистине посланник Аллаха, саллаллаху салям, запретил нам предаваться чрезмерной роскоши. Смотрите, что они посчитали чрезмерной роскоши. Постоянно сидеть перед зеркалами, перед парикмахерами, сидеть и краситься, или прически делать. Посланник, саллаллаху алейхи, запретил чрезмерной роскоши, сказал он. И он спросил: «А почему я не вижу на тебе обуви?» Он ответил: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, велел нам иногда ходить без обуви. Иногда. Абу Дауд хадис этот передал. То есть является ее правителем Абу Фадл, то есть Фадл бин Убайда был правителем этой местности Египта. Итак, что этот правитель, как он себя вел? Он себя вел, баракаллаху фикум, эскетично. То есть они себя вели правильным образом. И вот тот спросил: «А что за хадис?» Он ответил: «Такой-то». Потом он спросил: «А что с тобой? Чего я вижу тебя непричесанным?» Представляете? Когда ты распоряжаешься этой землей Египта, как мы сказали, Египте для ислама, то есть является правителем. Когда тот был в Египте еще, в правлении Фадл бин Убайда. Смотрите, Убайда. Да, Фадл бин Убайда. И он сказал ему, посланник Аллаха, саллаллаху салям, предостерегал нас. Поистине посланник Аллаха запретил нам. Думайтесь теперь. Чрезмерной роскоши имеется в виду причесаться, постоянно причесываться. То есть, извиняюсь, и также он был босым, без обуви. И он ответил, посланник, саллаллаху салям, велел нам иногда ходить без обуви. Для чего? Один из них, чтобы быть эскетным, чтобы быть набожным, скромным, не иметь высокомерия, оберегать свое сердце от высокомерия. И также, оказывается, с точки зрения медицины, оно очень тоже полезное. Очень полезное с точки зрения медицины. И ученые это доказали.
Он велел им иногда разуваться, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, велел иногда разуваться, чтобы ноги их загрубели и привыкли ходить на разной поверхности. Раз у тебя обуви нет, нет у тебя возможности, тоже подготовка. Скромности ты готовишься, удаляешь от себя высокомерие. Абу Гурейра передает другой хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «О Аллах, сделай удей семейства Мухаммада достаточным». Хадис передал Муслим. То есть таким, чтобы они могли избежать и позора обращения к людям и с просьбами, и изобилия, переходящего роскошь, и делающего человека изнеженным. То есть почему это? Просьба, то есть избавление от изобилия. То есть таким, чтобы они могли избежать позора, обращения к людям с просьбами. Некоторые люди идут с просьбами в банк, берут кредит они. Кредит, харамный кредит они берут. И ищут они изобилие. Когда женится, допустим, сын или дочка выходит замуж, они меняют ворота на кредитные харамные деньги. Переходящего роскошь, и это называется роскошь, то есть это получается, баракаллаху фикум, пристрастие к богатству, роскоши, и делающий человека изнеженным. И также бывает, меняет обуви, баракаллаху фикум. Это не значит, что нельзя покупать обувь. Теперь другая маленькая тема. Не радуйтесь о роскошествующей. Первое теперь там перечисляется несколько тем. Первое, благо испытание экзамена. Оно является испытание экзамен. Всевышний Аллах разъяснил, что многочисленные блага, даруемые его рабам, в этом мире испытание экзамен, а вовсе не доказательство того, что Аллах доволен тем, кого одаряет, и любит его, как полагают многие живущие в роскоши. Они считают приходящие к ним мирские блага свидетельством довольства Аллаха. Но это не так, как многие сегодня короли, богатые люди себя считают, якобы Аллах их избрал. Нет, валлахи. Если ты даешь закат, даешь садака вокруг себя нуждающим людям, не даешь им быть нуждающим, тогда Аллах тебе доверил и избрал тебя. Потому что ты был богобоязненным, то есть Аллаха послушным в своем богатстве. И ты не плаваешь в роскоши, получается. Ты делишься, как раньше. В Сурат Ан-Нур рассказывается, Сурат Ан-Нун рассказывает рассказ, что отец о 3 юношах их отце, 3 юноша, когда наследовали, они разрушили все это. Отец делил свои богатства на 3 частей. Одну часть запасался себе на год, другую часть раздавал бедным нуждающимся, 3-ю часть он вкладывал сам этот сад, баракаллаху фикум. Когда отец умер, сыновья его что сделали? Просто-напросто из-за жадности разрушили все это. Аллах уничтожил все этот сад и это богатство, Аллах уничтожил. فَأَسْبَحَتْ كَالصَّرِيمْ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ, как Аллах в Коране сказал. Стал этот сад, это богатство стало сожженным. Утром они хотели они собрать урожая очень много стало, не захотели они раздать урожай бедным, нуждающимся людям. А нуждающие бывают у тебя рядом, то и родственники могут быть, то и друзья могут быть. Баракаллаху фикум. Близкие твои друзья, твои близкие люди, могут быть, нуждаются. И поэтому, начиная с близких, начиная там, где ты живешь, баракаллаху фикум, начинайте таким образом. Некоторые начинают с других континентов, оставляя окружение свое, баракаллаху фикум. Быть может, если ты подаришь из этого богатства что-то, каких из подарков, быть может, твои родственники тоже примут ислам. Будь щедр. И так дальше. Это является, мы сказали, испытанием. Даруемый его рабам в этом мире испытание и экзамен, а вовсе его доказательство того, что Аллах доволен тем, кого одаряет. Это не значит, что Аллах, кого Он дарит это богатство, роскошь, что Аллах любит их. Сейчас, иншаллах, интернет включится у нас. И первое мы сказали,
благо, испытание, экзамен. Всевышний Аллах разъяснил, что многочисленные блага даруем его рабам в этом мире, испытание, экзамен, а вовсе не доказательство того, что Аллах доволен тем, кого одаряет, и любит его, как полагают многие живущие в роскоши. Они считают приходящие к ним мирские блага свидетельством довольства Аллаха. Итак, баракаллаху фикум. Мы сказали, они считают, то есть первое, опять повторюсь, потому что сбои интернета, света, электричество выключили, сейчас генератор выключили. Первое мы сказали, благо, испытание и экзамен. Всевышний Аллах разъяснил, что многочисленные блага даруем его рабам в этом мире, испытание и экзамен, а вовсе не доказательство того, что Аллах доволен тем, кого одаряет, и любит его, как полагают многие живущие в роскоши, как богатые короли и амиры, султаны, как они себя ведут. Они думают, что они избранники Господа Бога. Нет, это не так. А наоборот, это является испытанием больше и больше. Они считают приходящие к ним мирские блага свидетельством довольства Аллаха. Как же Аллах будет доволен роскошествующим человеком, который ослушивается его и использует даруемые им блага хвастливо, проявляя высокомерие и гордыню? Это, наоборот, наказание для него будет. Это роскошь и богатство и власть его. И в прежние времена неверующие рассуждали так же, как сегодня богатые, власть имущие, то есть богатые, власть имущие рассуждают, что они являются избранниками Господа Бога. Они думают, что подобие якобы, последователи пророков, сахабов, как будто до такой степени они себя считают избранниками. Нет, это не так, это наоборот испытание, и больше будет спроса. А если они проявляют высокомерие и гордыню, им за эту власть и за богатство будет только наказание. Их бывает большинство. И в прежние времена неверующие рассуждали также. Видя изобилие имущества и множество детей, они говорили, когда у них много богатства и много детей и много жен, у них же есть возможность завести жен и детей, у них, то есть, как говорится в Коране теперь, Сурту Саба, 35 аяте, Аллах приводит о них, как вели себя многобожники неверующие. У нас больше богатства и детей, говорили они, и нас не подвергнут мучениям. Такие слова говорили Сурту Саба и приводит в 35 аяте. Но Аллах сообщил им о том, что их представление не соответствует истине. То есть они не понимают правильно, что такое роскошь, что такое власть, они не понимают. Если понимали бы, что такое власть, что такое роскошь, то они слепо не стремились бы к нему, ни к власти, ни к роскоши. Баракаллаху фикум. Стремиться к богатству, стремиться установить справедливость закона Аллаха. Итак, Аллах сообщил им о том, что их представление не соответствует истине. Аллах сообщает об этих людях. Так Всевышний Аллах сказал, Сурту Саба и 37 аяте истории говорится Сурту Саба. Саба — это местность, была на самом-то деле, или сабитские племена, племя было на самом-то деле в Йемене. И об этом истории говорится Йемене, говорится в этом Сурту Саба. Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас к нам, Аллах сказал. И если только вы не уверовали и не поступаете праведно, для таких людей будет приумножено воздаяние за то, что они совершили, и они будут пребывать в горницах, находясь в безопасности. Итак, в другом аяте что говорится? Всевышний сказал, «Оставь меня с тем, кого я сотворил одиноким, даровал ему большое богатство и сыновей, которые находились рядом с ним, и распростер перед ним этот мир полностью.
После всего этого он желает, чтобы я добавил ему. Но нет, говорит Аллах в переводе этим смыслом, он упрямо отрицает наши знамения. Сура, завернувшаяся, этот аяты 11-16. То есть, неужели вы думаете, что в мире вечном мы добавим вам богатство и сыновей? Нет, не бывает этому. Нет, не бывает этому. Также Всевышний, разъясняя в других аятах нам, разъяснил этим несчастным, утопающим, роскошным людям, что благо, которое Он посылает им, всего лишь отсрочка. Аллах дает благо, богатство отсрочкой. Если они в богатстве пристрастны, тогда они в роскоши, то есть пристрастие к роскоши – это опасность. И наоборот, всего лишь отсрочка им ступени на пути к наказанию. Истидрадж называется. Аллах постепенно дает им возможности власть истидраджен, то есть ступени на пути к наказанию они. Им будет наказание больше и хуже. Всевышний сказал, сурат верующий называется, сурат Муминун, 55-56 аятах, неужели они думают, что мы поддерживаем их богатством и сыновьями, потому что спешим одарить их благами? О нет! Однако они не ощущают этого. То есть, опять, богатство можно зарабатывать, я говорю. Можно зарабатывать. Богатым можно быть богатым. Беспроблемно. Главное, чтобы ты тратил их правильно. Баракаллаху фикум. Закат отдавал, садака отдавал. Не оставлял ты нуждающиеся нужде вокруг себя. Всевышний также сказал, пусть не восхищает тебя их имущество и дети. В сурате покаяние, Тауба называется, сура 85 аяте. Пусть не восхищает тебя их имущество и дети. Этих богатых, знатных, скажем, или властимущих, пусть тебя не восхищает их имущество и дети. Аллах желает только подвергнуть их мучениям этим, имуществом и детьми. И бывает, Аллах забирает у них имущество и детей, и они этим мучаются, как некоторые сегодняшние времена лишились власти. Их же народы их унизили, потому что они были тиранами. Власть имущие и богатые, большинство они тираны бывает. Мало бывает среди них справедливых людей. Итак, Аллах желает только подвергнуть их мучениям этим, имуществом и детьми в этом мире, дабы они расстались со своими душами неверующими. То есть Аллах сделал испытание, проверяя, хоть знает Аллах, что они сделают в будущем. Это было сура покаяния, 85 аят. Также в другом аяте Аллах говорит, сура покаяния, 55 аяте, что говорит Аллах в переводе смысловом. И пусть не восхищает тебя их имущество и дети. Аллах желает только наказать их этим имуществом, детьми в земной жизни, дабы они расстались со своими душами неверующими. Опять в другом аяте говорится, сурату Аль-Имрани, 172 аяте. Пусть неверующие не думают, что предоставленная нами отсрочка благо для них. Мы предоставляем им отсрочку. Аллах предоставляет отсрочку для того, чтобы они приумножили свои грехи, чтобы больше было наказаний. Им уготованы унизительные мучения. Итак, некоторые думают, когда они попадают в власть или стремятся к власти без знания чего? Знаний законов Аллаха Субхану ва Тааля. Это опасно стремиться к власти. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не давайте власти тем, кто стремится к власти. Обращается он к кому? Верующим мусульманам, единобожникам. Не давайте страсти тем, кто из вас, кто стремится к власти. Итак, и Всевышний Аллах сказал, оставь же меня с теми, кто считает ложью это повествование. Мы завлечем их так, что они даже не осознают этого. Сура «Письменная трость» называется. Калям, 44 аят. И теперь второй. Мы говорили, до этого что мы говорили? Баракаллаху фикум, напомню вам сразу. Благо, испытаний и экзамен. Теперь второе. Роскошь в этом мире причины лишения благ мира. Роскошь в этом мире причины лишения благ мира, вечного. Всевышний Аллах сообщил о людях, которые получили причитающие им благо уже в этой жизни.
Так Всевышний сказал: в тот день, когда неверующим будет показан огонь, в тот день, когда неверующим будет показан огонь, им скажут: вы растратили свои блага в земной жизни, вы насладились ими. Сегодня вашим воздаянием будут унизительные мучения за то, что вы превозносились на земле, без всякого права за то, что вы были нечестивцами. Сура Пески называется, 20 аят. Рамль называется. Абу Миджлес сказал: некоторые люди лишатся благих дел, которые они совершили. Представляете, человек делает благие дела, и он лишается их, которые они совершили в земной жизни. Им будет сказано: вы растратили свои блага в земной жизни, вы насладились ими. Ибн Касир Тавсир приводит Абу Миджлиза слова. То есть, некоторые люди лишатся благих дел. Они делали по сунне, по шариату, ради Аллаха они делали. Но за то, что они наслаждались, то есть пристрастие у них было в богатстве, наслаждении, в роскоши, чрезмерствовали, из-за этого они лишаются своих благих дел. Вы растратили свои блага в земной жизни, вы насладились ими. То есть некоторые люди предадут в судный день. То есть некоторые люди придут в судный день и, не увидев награды за некоторые благие дела, совершенные ими в земной жизни, спросят о ней. Им будет сказано, что они уже растратили это вознаграждение, предаваясь роскоши и купаясь в благах земной жизни. Поэтому благие дела, бывает, лишаются, как мы сказали, до этого маленького ширка лишается, большой ширк, все у тебя теряется, и сам выходит из религии, да, если явный ширк он сделал. А маленький ширк, если он сделал, теряется непосредственно эти дела, которые он делает. Теперь само роскошество, пристрастие к роскоши теряется, что твои некоторые благие дела теряются. Баракаллаху фикум. Опять интернет у нас глючит. Включился интернет заново. И тут было сказано, им будет сказано, что они уже растратили это вознаграждение, предаваясь роскоши и купаясь в благах земной жизни. Сподвижники и их последователи старались меньше пользоваться мирскими благами земной жизни, дабы сохранить свою награду в мире вечном. И так они боялись мирской жизни. Они зарабатывали, они имели в своих руках. Когда нужно было на пути Аллаха потратить, как посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи, кто из вас подготовит войско Усра? Осман бин Аффан поднял руку, сказал: я приготовлю. Кто выкупит колодец такой-то? И Осман бин Аффан поднял руку. Богатые люди постоянно поддержку были рядом с пророком, саллаллаху алейхи, и также должны быть везде рядом с имамами Ахлю Сунна валь Джамаа. Джабир бин Абдулла передает: однажды Умар увидел меня, когда я нес мясо, он спросил, смотрите, Умар увидел меня. Джабир бин Абдулла передает это. Однажды Умар увидел меня, когда я нес мясо. Он спросил: о Джабир, что это? Я ответил: мясо, которое я купил на дирхем для своих жен, то есть для своих женщин, которым хотелось мясо. Умар сказал: неужели один из вас, пожелав чего-нибудь, непременно делает это? Умар спросил его: почему бы ему не поголодать немного ради соседа и сына, дяди своего? Субханаллах. Посмотрите, что говорит Умар. Сказал: неужели один из вас, пожелав чего-нибудь, непременно делает это? Почему бы ему не поголодать немного ради соседа и сына дяди своего? Чему призывает Умар? Призывает к аскетизму. Поголодать и накормить соседа своего, накормить своего родственника, сына дяди своего, то есть родственника накормить. Накормить, одеть, если нужно. Если у него нет жилища, сделать им жилище,
Баракалуфикум. Но если он дома лежит, без дела, конечно, это, как говорится, да, иждивенец. И куда же делся аят, говорит Умар, вы растратили свои блага в земной жизни, и мне еле удалось разойтись с ним. Абд ибн Хумейд приводит эту версию асар этого. Представляете, вы растратили свое благо в земной жизни. Умар бин Хаттаб что хочет сказать? Привел он аят из Корана, то есть вы плавали роскоши, вы чрезмерствовали роскоши, и вы потеряли свои блага и деяния, которые вы сделали в этом мире. Поэтому будьте осторожны, не будьте пристрастны к роскоши, избегайте, будьте богатыми, пожалуйста, но будьте, баракалуфикум, не пристрастны к роскоши. Сам Умар говорил, если бы я хотел, у меня была бы еда и одежда лучше, чем у всех вас, однако я берегу мои блага, он сказал, для мира вечного. Табарани привел это. Опять приведем слова Умара. Если бы я хотел, он халиф, второй, получается, амир. После Абу Бакр Сиддика идет он, амиру муминин. Он правитель всех мусульман. Он может иметь эти богатства, он может иметь без проблем. Если бы я хотел, у меня была бы еда и одежда лучше, чем у вас всех. Однако я берегу мои блага. То есть бережет он благо, потому что плавать роскоши, чрезмерствовать роскоши, что будет? Потеряет он, как султаны потеряли, и власть потеряли они свою. Как короли потеряли они свою власть, и потеряли они свои добрые деяния, которые они сделали в этом мире. Ахирете не найдут из-за роскоши. Для мира вечного, Умар бин Хаттаб сказал, Табарани привел. Хафс бин Абу Аль-Ас, да помилует его, часто заходил к Умару. Какие они аскетные были, эти люди. Умару заходил, и когда тот предлагал ему еду, отказывался от нее. Субханаллах. Хафс ибн Абу Аль-Ас пришел Умар бин Хаттабу. Он предложил ему еду Умар бин Хаттабу. Отказывался от нее. Однажды Умар спросил его, что такое, почему ты не ешь нашу еду? Он спросил. Он ответил, о повелитель верующих, мои домочадцы, то есть моя жена, мои дети, готовят мне более вкусную еду, и я предпочитаю их еду твоей. То есть он не хочет кушать еду Умара. Умар сказал, да лишится тебя твоя мать. Разве не понимаешь ты, что если бы я захотел, я мог бы приказать заколоть молодого барашка и запечь, убрав с него шерсть и очистить муку от шелухи, испечь белый хлеб и смешать изюма с маслом, так что он уподобится крови газели. Хафс сказал, ты, как я вижу, знаешь, что такое изысканная еда. Умару он говорит. Умар сказал, да, лишится тебя твоя мать, клянусь тем, чьей дланью душа моя, если бы не мое нежелание уменьшить свои блага в судный день, я бы присоединился к вам и разделял бы с вами ваши изысканные трапезы. Абд ибн Хумейд приводит. Опять эскетизм Умара. Боится он слишком баловаться в еде. Слишком баловаться, как некоторые не кушают ту еду, которая пролежала в холодильнике одну ночь. Это тоже плохое качество. Это уже роскоши. Каждый раз свежее кушать. Хафс, дочь Умара, ради Аллаху анха, что она говорит? Передает, что она сказала своему отцу, о повелитель верующих, почему бы тебе не носить одежду лучше этой? И почему бы тебе не есть более вкусную еду, чем это? Ведь Аллах открыл пред тобой землю и даровал тебе щедрый удел. Он сказал, я поспорю с тобой, знаешь ли ты, с какими трудностями и тяготами сталкивался в своей жизни посланник Аллаха, саллаллаху алейхи саллям. И он стал перечислять ей то, что пришлось претерпеть посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи саллям, пока она не заплакала, Хафс, а потом добавил, я говорю тебе, что у меня есть два товарища, которые следовали одним путем, и если я последую не их путем, то и участь у меня будет не такая, как у них. Клянусь Аллахом, я буду следовать их примеру, живя такой же суровой жизнью, какой жили они, в надежде, что в мире вечном смогу жить той благополучной жизнью, которую снискали они.
Пророк, саллаллаху алейхи Абу Бакр Сиддик, он говорит о них. Он имел в виду посланника, саллаллаху алейхи Абу Бакр Сиддика. Ибн Абу Шайб приводит это асар. Когда Умар прибыл в Шам, для него приготовил еду, подобные, которые ему еще не приходилось видеть. И он сказал: это для нас, а что для бедных мусульман, которые умерли, так и не наевшись досыта простого ячменного хлеба. Халид бин Валид сказал: им рай. Глаза Умара наполнились слезами. Он сказал: если нам яство, а им рай, то они далеко ушли от нас. Табарани приводит это. То есть им рай, а мы где получается? Баракаллаху фикум. Сестра Марьям, иншаллах, после урока вопрос. Катада говорил: знаете, клянусь Аллахом, некоторые люди проглатывают свои благие дела, уменьшая свою награду. Пусть же человек сохраняет свои блага для мира вечного, если сможет, и нет силы ни у кого, кроме как от Аллаха. Табарани приводит. Катада говорил: знаете, клянусь Аллахом, некоторые люди проглатывают свои благие дела. Что он говорит, проглатывают? С едой, которой наслаждаются некоторые люди. Швейцарские столы, они привыкли есть на швейцарских столах. Ой, каждый день обеды и ужины, говорит, швейцарские, завтраки швейцарские. Да, можно попробовать, но нельзя постоянно, баракаллаху фикум, иначе потеряем наши добрые дела. То есть, одежде, в еде чрезмерно нельзя. Должно быть посередине. Посередине должно быть, баракаллаху фикум. Катада говорил: знаете, клянусь Аллахом, некоторые люди проглатывают свои добрые, благие дела, уменьшая свою награду, имеется в виду. Пусть же человек сохраняет свои блага для мира вечного, если сможет, и нет силы ни у кого, кроме Аллаха, кроме как от Аллаха. Итак, третье, если хотите, остановимся, иншаллах, на третьем. О наслаждениях в этом мире раб Аллаха будет непременно в прошлый судный день. На этом остановимся, иншаллах. В следующий урок будем продолжать эту же тему. Спрашивайте вопросы.